К сожалению, отечественный автопром все еще оставляет желать лучшего. Но радость удваивается, когда на рынке появляется российская техника, за которую действительно испытываешь настоящую гордость. Друзья, вездеход «Шерп» в Якутии. Мирный Якутск, Алдан и теперь Нерюнгри. Команда «Шерп» с демонстрационным показом возможностей вездехода и тест-драйвом колесит по республике. Со слов организаторов турне, в Якутии высокая потребность в данной технике. Количество шерпов в Якутии, оно уже такое довольно-таки высокое в связи с тем, что, техника первой необходимости – это корпоративный сектор, это, то есть нефть, газ, алмазы, да, это какая-то социальная сфера, это когда нет сообщения с какими-то определенными улусами, и в межсезонье нужно туда попасть, это для них очень актуально. Это также частный сектор, это рыбалка, охота, туризм. Вездеход, получивший имя «Шерп», без проблем преодолевает валуны, поваленные деревья и другие препятствия. Он отлично плавает, без затруднений проходит болото и глубокий снег, а также способен с легкостью выходить из воды на лед. Оснащен 44-сильным 1,5-литровым японским турбодизелем Kubota и имеет уникальную авторскую разработку подвески. Техника просто действительно удивительная. У него пневмоциркуляционная подвеска. То есть у него давление в колесах меняется от того, когда он наезжает на препятствие. У него в колесах дополнительные баки. Вы представляете, у него свой бак на 58 литров и в каждом колесе еще по запасному баку на 50. Расход у него 2-3 литра соляры на час езды. Он не километром меряется. Техника действительно просто везде, на нем везде можно ехать. Проектирование уникального в своем роде российского вездехода «Шерп» началось в 2012 году. Инициатором проекта является инженер Алексей Гарагашьян. Впервые модель была представлена на Московской автомобильной выставке в 2015 году. Вездеход обладает одними из лучших характеристик проходимости в мире. По суше он может передвигаться с максимальной скоростью 45 км в час, а плыть по воде со скоростью 6 км в час. При весе автомобиля в 1300 кг он в состоянии брать груз до 1 тонны. Если снаружи автомобиль не кажется очень большим, естественно, если не брать во внимание гигантские колеса, то внутри он поражает обилием свободного пространства. При необходимости в салоне получится спокойно жить в течение нескольких суток. В феврале 2019 года у нас в серийное производство поступает 10-колесный шерп, который был экспедицией, возможно, видели, на восток ехала. Он прошел испытания, и в 2019 году он поступает в серийное производство. Возмущающим фактором для многих является, конечно, высокая цена. Но, как говорится, спрос рождает предложение. А снегоболотоход «Шерп» пользуется спросом уже во всем мире.